Всем привет! Сегодня мы находимся на Петербургском шоссе возле моего самого любимого торгового центра Т1. Вот как он выглядит, настолько здоровый, и там еще выше колесо обозрения на карте стоит. Он не особо популярный, более всего популярен Юлимисты, который находится за ним. Но мы не будем сейчас там, конечно же, прогуливаться. Ну что, пойдем внутрь. Я на самом деле сюда не особо на прогулку уж приехал. Мне нужно купить ребенку, точнее не купить, а забрать заказ новогодний. Я не могу сказать, какой он именно, потому что мало ли она посмотрит видео и поймет, что же я ей подарил. Ну и пользуясь возможностью, можно прогуляться с вами, посмотреть, что тут есть, что открыто, что закрыто. Почему это мой любимый торговый центр? Потому что, вот сами видите, народу почти нет, тишина. Уже начинаю ощущать, что я немножко голос потише делаю свой. Мы с вами здесь были же совсем, по-моему, недавно, относительно недавно, когда пельмени покупали. Но сегодня, я думаю, настал тот день, когда можно подняться и повыше, да? Кафе работают. Конечно же, только по QR-кодам. Вообще с этими QR-кодами очень такая странная ситуация. Сейчас везде эти катки открыли. И мы, сегодня поехали в Пирито покататься, и нас внутрь не пустили, потому что QR-кодов нет. Мы сказали, как ребенку, это самое покататься. Говорит, пусть сам идет и платит, Так странно, потому что вроде мероприятие на открытом воздухе, а все равно по QR-кодам. Потому что я помню, по-моему, в марте, да, еще снег лежал, мы пошли на каток на улице Харма, тоже там недалеко от ледовой арены Тондираба. И без всяких проблем мы там покатались вдвоем, когда вообще прям локдаун был. Сейчас официально локдауна нет, а наоборот даже какие-то типа послабления, но тем не менее как-то странно. У нас еще каток открылся в том новомодном скейт-парке, который рядышком с нами находится. И я думаю, сейчас мы можем туда тоже будем ходить спокойно. Ребенок будет кататься, а мы там возле, чтобы младшему было тоже интересно. Такая махина, конечно, этот торговый центр, но как ни странно, у него колоссальные экономические проблемы в последнее время, потому что его объявили уже банкротом, и несколько было, аукционов, на которых вообще даже предложений не было, в смысле со стороны участников. По-моему, долг уже составляет 220 миллионов евро. Пытались его с торгов продать за 85, по-моему, такая. Это, по-моему, на вторых этих не слушаниях, на втором аукционе. Но совсем недавно все-таки его выкупили за, по-моему, 55 миллионов евро. И кто же покупатель? А покупателем оказался один из кредиторов. Интересный момент, да? Половину брендов я здесь вообще даже и не слышал. Что за Saint Laurent или кто? Не знаю.
И в Роше, да, вот это вот известное, да. Смотрите-ка. Шампунчики. А мне нужно что? Мне нужен, кстати, книжный магазин. Ой, проговорился, да? Посетить или нет? Тишина. Пианино марки Украина. Да, и как я понял, что не будут закрывать эти все магазинчики, а то я тогда так опрометчиво побежал, я думал, что все, последний день сейчас закроют, так что нет, на всех тех же старых условиях оставляют арендаторов. Ну вот, ну тут просто владелец будет другой. И, кстати, насколько я слышал, ну, судя по новостям, насколько можно им доверять, что он обещал сделать именно из этого торгового центра еще и многофункциональный центр. Блин, а здесь не пройти, что ли? Я здесь, по-моему, не был. Так. Консерум. Какие-то выставки, видите? Здесь есть. Своеобразное искусство, конечно. Ну там тоже, по сути, пустота. Поэтому туда мы с вами не пойдем. Зато тут есть такая, ну не то чтобы хай-тек. Давайте, ладно, подойду поближе. Покажу вам. Площадка. Блин, она опечатанная. Соответственно, с детьми сюда уже не придешь полазить. Тоже непонятно почему. Тут я ни разу не видел больше 3 детей, даже до пандемии. Вот видите, как она выглядит симпатично. Такой своеобразный лабиринт, да? Оп. Дубленки. Ой, последний раз дубленку я на отце видел. Смотрите-ка. Канада гус. Что здесь из Канады гус-то продается? Я сомневаюсь, что что-то есть. Ладно. Теперь можно выше подняться. Я уже запутался. Это мы на 2-м этаже. Нам еще один этаж идти. Так. Какая крыша, смотрите, да? О, скайпарк. Ну все, подбираемся к нему. Тут, по-моему, кафе. Нет, не Пелм. Пелм, по-моему, там. Не Пелмен, а Пелм. Там дальше. А здесь Пан Як Кок. Здесь неплохие блины делают. Блины. Еще там у них такая своеобразная игровая комната есть, где можно детям весело провести время. Ну все. Опа, подожди-ка. Подожди-ка, дорогой. А, все, рядом с магазином Сельвер мне надо. Все, ладно. Нет, давайте, чтобы поинтереснее немножко было, пройдем вот здесь. Скидки 70%. 17 евро. Ну, нормально. Это тоже, да, перед этим самым, перед Рождеством успел сделать небольшой заказ. Точнее, наоборот, он большой. Наверное, самый по деньгам, наверное, самый большой в Юникло. Самый большой, я имею в виду, из тех, которых я там делал. Обычно я там за 100 евро не выходил, но тут решил вот сам себя порадовать, так как и Новый год скоро, и
Ну и Рождество. Потом у меня уже день рождения, там под старый Новый год. Поэтому надо себя тоже иногда баловать. Так, что? Ну там большущий магазин игрушек XS Mango Asiat. Кстати, довольно дешевый, там некоторые популярные игрушки дешевле, чем в других местах. А это у нас что? По-моему, парковка. Блин, может тут надо было по этой спирали... А, получается, по спирали ты едешь и оказываешься здесь, да? Да, точно, смотрите-ка. Надо было, наверное, сюда заезжать. А я, по-моему, уже как-то приезжал сюда. Смотрите, да, какой вид у нас тут. Не знаю, видно вам или нет. Это вот уже Юлимисте, торговый центр. И там уже аэропорт. Можно будет тоже с вами там прогуляться. Ну и парковка вся забита, конечно. Но повторюсь, что мне не очень нравятся торговые центры, где прям уж совсем куча народу. Я, конечно, сейчас тоже там не сразу место нашел. Но я и не перенапрягался, потому что я, стараюсь парковаться как бы попой, чтобы проще было выезжать. А если вот, не париться на этот счет, вставать передом, то там, конечно же, куча подобных мест удобных. У меня машина длинная, поэтому у меня не с первого раза получилось припарковаться, и там кто-то сзади стоял, я, пришлось в другую секцию ехать и там уже парковаться. А где же Пелм? А, вон он, выше этажом. Да, тоже, кстати, такая традиционная там русская еда, насколько я понимаю. Дурашка, да. Не на тот эскалатор пришел. Так. Вот. Тоже вот здесь, смотрите, какие инсталляции. Мы как-то с дочерью тоже сюда приезжали. Была выставка машин, мы там посидели, у нас тогда еще прав-то не было. Просто посидели там, поприкалывались в дорогих тачках. Вот. И тогда я, кстати, решил, что, может быть, настало время самому сдать на права. Потому что в первый год, когда я переехал, у меня и мысли такой не было. Потому что, бесплатный транспорт и все такое. Так, там кинотеатр. Тоже я так думаю, что кинотеатр мечта интроверта. Потому что никто не посещает там его. Я имею в виду, что сам торговый центр не пользуется популярностью. Да хотя и так, знаете, вот мы, по-моему, на 2 года назад на Новый год ходили на «Холодное сердце 2» со старшим ребенком, с дочкой. И как бы там и так-то было детей, человек 10, наверное, во всем зале, и все. А это вот мы с вами в Скайпарк пришли. После сегодняшней вот этой прогулки на Спирита, на этом самом, господи, как вылетело из головы с катания на коньках, я подумал, что можно и так действительно ребенку купить этот самый билет, и все, она пошла гулять здесь, а мы просто рядом будем. Итак, полный билет 10 евро стоит, детский от 0 до 3 бесплатно, семейный 28. Вообще там очень здорово, конечно. Но единственный минус, там как-то не очень хорошо это все очищают, потому что там есть как бы, не углубление, а вот
где всякие шарики, в которых можно там, ну, купаться, так скажем, горки, там кто-то если может описаться, там, ну, запахи те как бы еще, поэтому нам там не особо тоже стало нравиться, когда мы последний раз там были. Вот. Вот, да, как, собственно, вы видите, что дети сами походили, а родители здесь. Так, а тут можно что-то нарисовать, наверное, да? Смотрим. Так. И красавица, да. Так, и кладем сюда. И ждем. Оп. И вот наша выплыла. А где наше имя? Ну ладно, имени нет. Ну ладно. Тогда. Я пошел. Пока не закрылось ничего, посмотрю, уже жена ругается. Все, всем пока. Pay that nigga $250,000 just to get it from him. Real friends.